Добрый день, вы смотрите программу «Акцент», в студии Розалия Борисова. И у нас сегодня в гостях российский педагог, руководитель Института образования Высшей школы экономики Исаак Давидович Фрумин. Добрый день. Добрый день. Что из себя представляет проект «12 решений для нового образования и школа цифрового века»? Какие новые механизмы есть для развития дошкольного образования? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в этом выпуске. Скажите, пожалуйста, давайте начнем наш разговор с проекта «12 решений для нового образования». Что это? Вы знаете, когда 2 года назад президент Путин поручил Алексею Леонидовичу Кудрину дать предложение по стратегии социально-экономического развития России, то Кудрин собрал довольно много рабочих групп по разным направлениям. И, в частности, была создана рабочая группа по образованию. И нашему институту было доверено ее координировать. Там участвовало очень много экспертов, сотни людей. Но это была очень сложная работа, и, если не ошибаюсь, в апреле мы ее завершили и подготовили и выпустили в свет вот доклад, который называется «12 решений для нового образования». Это очень простая, на самом деле, книжка про то, что нужно сделать в образовании для того, чтобы нашим детям сегодня стало лучше, и нашей стране, чтобы завтра было лучше. Среди них есть решения, начиная от самого раннего возраста. Я могу привести пример. Это мы, например, уверены, что есть область, где мы уделяем недостаточно внимания проблемам образования, развития ребенка. Это самый ранний возраст, от 0 до 3. Именно в этом возрасте закладываются ключевые способности, интересы, характеристики личности. И здесь мы не замечаем, что очень сильно изменилась структура семьи, условия, в которых ребенок растет. И во многих странах уже реализуются серьезные программы в этом возрасте. Поэтому мы, например, предлагаем государству обратить внимание сюда. И надо сказать, что президент нас услышал, и в его указе майском есть такой специальный пункт. Есть несколько решений, которые мы видим для школы. Это касается и содержания образования, которое должно быть более интересным для ребенка. Мы теряем огромную долю детей, почти четверть детей теряет интерес к обучению, обучаясь в школе. Это же странная, понимаете, какая-то штука. Получается, что чем больше человек учится в школе, тем меньше ему интересно учиться. Должно быть все наоборот, аппетит должен приходить во время еды. Значит, что-то мы делаем не совсем правильно с этой группой детей. И у нас есть набор предложений для решения этой проблемы. Можете привести пример? Могу сказать, вот в этом возрасте мы его называем подростковая школа, да, с 5 по 9 класс. Надо, во-первых, уже появляется группа детей, у которых есть какие-то отставания по базовым навыкам. Вот они не очень хорошо читают или не очень хорошо знают какие-то базовые вещи. Мы совсем не занимаемся тем, чтобы их подтянуть в этом возрасте. Мы продолжаем давать им новый и новый материал, в то время, когда они пришли уже с проблемами в самом фундаменте. Здание, которое строится на слабом фундаменте, не стоит. Поэтому вот это, например, первая линия для тех, у кого проблемы. Вторая линия для тех, у кого нет таких проблем. Там надо подхватить их интерес. И надо давать детям возможность больше попробовать себя там, где им интересно. Мы, например, переживаем очень, что ребенок берет один кружок, бросает, потом берет другой, бросает. Да это нормально, это очень хорошо, потому что человек пробует себя. Поэтому нам нужны такие модули, где ребенок в этом возрасте, хочу подчеркнуть, себя попробовал. Ну и, конечно, формы обучения, которые больше вовлекают детей, типа проектных форм и так далее. Вот это простой пример. Вот что из себя представляет проект «Школа цифрового века»?
Это один из самых сложных проектов, и я был бы нечестен, если бы сказал, что мы знаем точно, как это делать. Мы уверены, что цифровые технологии дают новые возможности, огромные. Я могу привести пример. Если одной из самых больших нагрузок учителя всегда является проверка домашних заданий. И я сам был учителем математики, и я знаю, что 90% работы по проверке домашних заданий по математике может делать сейчас уже сам компьютер. Ну, то есть, ты правильно посчитал или неправильно? Учитель уже не сидит с красной ручкой. Определенные алгоритмы. Да, и это все может делать машина. Да. В этом смысле есть уже примеры, когда ученик это делает либо прямо на компьютере, либо это как-то вводится туда, компьютер проверяет, и дальше, если у тебя компьютер рекомендует учителю обратить внимание на проблемы такого вот ученика в таком-то разделе. Вот тут уже то время, которое я сэкономил на домашней работе, на проверке домашней работе, я начинаю работать индивидуально с ребенком, чтобы ему в конкретном его затруднении помочь. Но это, понимаете, это вот один пример. А как вот это все сложить в новую технологию обучения, мы пока не знаем. Поэтому проект «Цифровая школа», он состоит как бы из двух вещей. Мы считаем, что не надо торопиться сейчас с каким-то массовым внедрением одинаковых технологий. Во-первых, это может оказаться дорого, а во-вторых, неэффективно. Поэтому мы считаем, что нужно сделать в каждом регионе несколько пилотных школ, где опробовать разные новые технологии, включая, кстати, технологии виртуальной реальности, когда ребенок учится каким-то тому, что мы называем электронике или какому-то конструированию с помощью новых инструментов. И года через 2 мы поймем, что работает, как надо менять подготовку учителей, и после этого мы сможем какие-то вещи распространять на другие школы. Вот что мы понимаем под проектом «Цифровая школа». Угу. То есть будут создаваться отдельные классы или это будут какие-то новые школы? Мы считаем, что это должна быть школа целиком, чтобы мы поняли, что работает, что не работает. Потому что школа — это целое. Понимаете, ребенок учится, у него жизнь целая. Он не может так, что в одном месте будет одно происходить, а в другом совершенно перпендикулярное. Это неправильно. Поэтому мы думаем о создании сети экспериментальных школ для отработки новых подходов с использованием цифровых технологий. Угу. Вот в самом начале вы как раз сказали, что нужно уделять внимание развитию ребенка до 3 лет. А давайте поговорим о дошкольном образовании. Здесь какие новые методы? Дошкольное образование, вот чем я дольше живу и больше работаю, тем больше я понимаю, что очень много закладывается именно в дошкольном образовании. Во-первых, я уже сказал, что это должна быть прежде всего диагностическая работа для родителей, помогающая родителям. Понимаете, вот если мы посмотрим на своих друзей и знакомых, то мы видим, как за 30 лет изменилась среда взросления ребенка. У нас есть данные, ведь наш институт — это исследовательский институт, мы исследуем. У нас даже есть такой центр, он называется «Центр изучения современного детства». Что мы обнаружили? Что, например, даже в крупных городах еще 30 лет назад 70% детей воспитывались с участием бабушек. Сейчас меньше 30%. И очень часто, к сожалению, это единственный ребенок, или у этого ребенка очень большая разница с другим ребенком. Это значит, что вот этому одинокому ребеночку, у которого бабушка где-то далеко, мама занята, папа, если есть, то тоже занят, брата или сестры близко по возрасту нет. Как ему получать базовые социальные навыки? Как маме же тоже не у кого учиться. Так бабушка, я помню, как моя мама моей
жене объясняла, как надо ребенка пеленать. А вот сейчас кто будет пеленать? А кто будет это показывать? Поэтому нам кажется, что нужно создавать сеть таких сервисов, центров, если угодно, где родителям могли бы подсказывать, вот, во-первых, могли бы проводить диагностику, что происходит с ребенком, как он развивается, соответствует он возрастной норме или нет. У нас сейчас есть совершенно сумасшедшие родители, которые считают, что ребенок в 2 года должен начинать уже там чуть ли не читать, а ему надо наиграться в это время. Поэтому этому надо учить родителей, и мы считаем, что должна быть создана такая, опять же, совершенно добровольная система, мы ее называем родительских университетов. Я должен сказать, что мы пробуем это в Москве, еще в ряде регионов, просто как эксперимент. И это пользуется огромной популярностью. Молодые образованные мамы и не очень образованные, иногда и папы, приходят, обсуждают с психологами, педагогами. Ну и второе, конечно, это развитие, собственно, системы нашего дошкольного образования, как оно есть. У нас неплохое дошкольное образование в стране. Я знаю, что мы всегда можем привести какие-нибудь негативные примеры, но, опять же, поскольку мы проводим исследования и можем сравнить с другими странами, то мы знаем, что у нас неплохое дошкольное образование, и здесь просто надо обеспечить его нормальную доступность. Вот, пожалуй, такие нехитрые наши идеи, что надо делать в дошкольном возрасте. На сегодняшний день республика готова подключиться к каким проектам? Может быть, есть уже предложения, какие-то планы? Ну вот мы, во-первых, мы очень плотно работаем с Владимиром Анатольевичем Егоровым, министром образования республики, и обсуждаем с ним и вопрос вот цифровой школы. Сегодня мы будем встречаться с исполняющим обязанности председателя правительства и тоже про это поговорим, потому что в Якутии, я говорю это не потому, что я как гость должен вежливость проявить. В Якутии есть очень интересные, уже можно сказать, традиции работы с семьями, с родительскими сообществами, особенно в ваших малых поселениях. И мне кажется, что у вас есть опыт, который может быть полезен для выполнения вот этих 12 решений для других регионов. Поэтому посмотрим, думаю, что мы договоримся о сотрудничестве. Ну что ж, Исаак Давидович, спасибо, что уделили время. Спасибо вам. Вы смотрели передачу «Акцент». Спасибо за внимание и до встречи в эфире.